больше года 7 месяцев я нахожусь на территории государства суверенного Таджикистана. Я, члены Координационного совета Общероссийского общественного движения Таджикской трудоемиранты, делали мы заявление, что пострадавшие граждане благодаря действию, противозаконию действий, можно назвать, со стороны представителей силовых структур. Это касается Федеральной службы безопасности, касается структуры МВД, там же входит управление Федеральной миграционной службы. Изъимали людей паспорта и отправляли материал на рассмотрение судебной системы Российской Федерации, а последующие их паспорта были аннулированы. Обратим внимание на самое главное. Это граждане основном являлись гражданами СНГ. СНГ образовался после распада Советского государства. Это люди являются победителями Великой Отечественной войны вместе с российским государством. Практически получается победителем, внукам, детям. Несмотря на то, что Россия неоднократно заявила, после распада Советского государства будет правопреемником советского государства и будут оказывать помощь своим соседам, своим братьям на пост содружества независимых государств. Люди с надеждой возвращались в Россию, люди старались получать гражданство, остаться полноправными, как и другие российские граждане других народов. 11 июля 2019 года Государственная Дума Российской Федерации во втором чтении приняла законопроект в связи с тем, что была ошибочная выдача данных паспорта, в частности со стороны представителей органов Российской Федерации, возвратит владельцам. Обратите внимание. Пункт озвучен. Те, которые получили до 1 января 2010 года, почти 10 лет граждане остались без документов, без паспорта. А многие из них даже не имели гражданства других государств. Может, там даже в тех государствах они родились. Почему столько молчания происходило? Независимо от принятия законопроекта вторым или третьим чтением, в конечном итоге поставит подпись господин президент. Может, он будет сам удивлен, как так получилось, более 100 тысяч граждан остались без паспортов, а большинство из них, благодаря халатности силовых структур, они были брошенными на улице. Они не знали даже, куда обращаться. Единственный их шанс оставался Европейский суд. Одним словом, их загоняли в тупик. Впереди стоит рассмотрение в Совете Федерации и последующее, соответственно, утверждение господина президента законопроекта. Это, скорее всего, будет. Я ни малейше не сомневаюсь, это будет. И очень хотелось, чтобы те люди, которые выдавали паспорта сотням тысячам гражданам, они будут наказаны. Если мы просто берем человека за мешок муки, сажаем в тюрьму на 5 лет, а люди просто раздавали направо-налево паспорта, при этом даже не ввели в общую базу. А когда люди начали спрашивать, за что вы берете наши паспорта, вы уничтожаете наши, соответственно, права, они говорят, это не к нам, это вопрос к руководству страны. Хочу поблагодарить большую, огромную работу, которую проводили вместе со мной на момент пребывания на территории Таджикистана, как депортированный и не имеющий паспорт Российской Федерации, военного человека, военного пенсионера, офицера, своих адвокатов в российском государстве. Адвокаты, которые были в Таджикистане, помогали нам. А также те адвокаты, которые сегодня ведут наши дела в Страсбурге и в Европейском суде. И Комитет по правам человека в Организации Объединенных Наций. Именно приняты подобные решения, так называемый жест доброй воли со стороны Государственной Думы, Комитет, именно принятый данным законопроекта,
мы будем продолжать убедить мирового сообщества, что на этот период все граждане являются пострадавшими. Далее закон было принято именно вторым чтением после того, когда делегации парламентарии России возвратились в парламентской ассамблее Совета Европы. Именно более 5 лет там не были представители российского парламентария. Я думаю, что будет сегодня гордиться хотя бы эти же представители власти, находясь в европейском части, говорит о правах человека, что у нас есть закон, и этот закон будет работать на благо всех народов Российской Федерации. Я хотел отметить самого главного. Что было бы, если мы не подняли данный вопрос? Многие думают, что да, вот все созрело, ситуация была сделана. Нет, это была борьба, это была жесткая, тяжелая борьба для того, чтобы принять данный закон. Поскольку в Европейском парламентской ассамблее Совета Европы находятся десятки тысяч дела граждан, которые являются пострадавшими. Считаю, что в нашем предоставленные дела в судах Российской Федерации были конкретные факты данные о совершении преступлений со стороны представителей российского органа силовых структур. И думаю, что администрация президента Российской Федерации изучала данные материалы. И принято такого решения, в первую очередь, я думаю, что это была инициатива со стороны главы государства Владимира Владимировича Путина. Я наравне с сотней тысяч граждан, которые остались без паспортами Российской Федерации, так как члены моей семьи находятся по сегодняшний день в Российской Федерации, они являются гражданами России, в течение 3 месяцев должен получить паспорт Российской Федерации. Но так как я нахожусь на территории Таджикистана, данный вопрос будет курировать консульский отдел при посольстве Российской Федерации в Республике Таджикистан. В ближайшее время, соответственно, я обращаюсь к ним с официальным заявлением. Несмотря на это, будем добиваться через Европейский суд на тот период, в который я находился, и другим, соответственно, возможно, здесь обращаться в Европейский суд, возмещение морального ущерба этим гражданам, которые не по своей воле выбрали путь, доверили российскому руководству, доверили Конституции российского государства, а последующие просто остались брошенными, их члены семьи остались в России, а сами за пределами государства России. Только у меня одна папка, то, что было проведено расследование нашими представителями, нашими волонтерами, десятка тысяч только граждан Таджикистана и Узбекистана. Среди них есть военные, среди них есть люди, которые воевали в Афганистане, являются военными интернационалистами. Я надеюсь к тому, что препятствия со стороны российской власти и их законных органов, которые находятся на территории стран СНГ, не будет. И не могу отметить главное, принимавший участие в уничтожении паспорта российских, имеющие граждане Таджикистана, в этом принимали участие на уровень акционеров, директоров рынка Люблино и Садовод. Все было нам известно, все. Они даже вызывали сотрудников полиции на уровень полковников и ставляли им задачи. Они просто не признавали главу государства. Об этом у нас есть видео. Они в открытой форме заявляли, кто они такие. Мы подставили, мы их снимаем. Кажется, их слова не просто были словами. Они знали свое место в обществе. Я обращаюсь к руководству, особенно 2 рынках крупных в Москве, где работают более 10 тысяч наших соотечественников. Прекратите издеваться. Ко мне поступали и также в течение года
что не прекращается издевательство по отношению к таджикам. Они не знают, к кому обращаться. Именно благодаря вас, господа акционеры, может в ближайшее время останется без должности, без званий те генералы, которые принимали личное участие, брали деньги у вас, или вы передавали им, может быть, останется без работ и без пенсии. Уважаемые мои соотечественники, несмотря на то, что вам сейчас будет предложено, обращаясь к тем гражданам, которым положено получение паспорта в Российской Федерации, будьте очень внимательны. Это я вам говорю из своего опыта. Все документы, которые будут печатаны и расписаны теми или иными специалистами структур по выдаче паспорта, обязательно сфотографируйте. Оставляйте по несколько экземпляров в собственных домах, оставляйте своим детям. Чтобы последующие они не стали жертвами нечистоплотными представителей, в первую очередь, Управления Федеральной миграционной службы. После того, когда будет принято решение о возвращении меня в Российской Федерации, я обязательно вам сообщу дату. И по прибытии наша задача состоит только в одном. Главное объединение всех народов Таджикистана на территории России, которое направлено будет на укрепление братства между российскими и народов Таджикистана. Более 2 миллионов наших соотечественников находятся в Российской Федерации. Они нуждаются в сильной, в крепкой организации правозащитной, и мы будем продолжать. И обязательно будем подавать заявку на проведение 2-го съезда народов Таджикистана в Российской Федерации и доведем до наших соотечественников, что при образующий новый совет мы должны делать все, чтобы убрать самое главное беззаконие. Огромное вам спасибо блогерам, правозащитникам, особенно простых ребят, которые не забыли про нас. Я все читаю, я все вижу. И практически многим отвечаю. Вы не бросили ни Карамату Шарипову. Самое главное, вы не бросили свое достоинство. Вы были таджиками, таджиками остались. Это и есть героический путь, который совершили наши отцы и деды. Всегда будем делать совместно нашу работу на укрепление Таджикистана и Российской Федерации. Вам благо в вашем нелегкой работе, и вам поможет общероссийское общественное движение таджикские трудовые мигранты, нашим братьям и сестрам, которые проживают в различных республиках после распада Советского государства. Всего вам хорошего.